Байпол размясціў новае расследаванне гэтым разам з удзелам супрацоўнікаў галоўнага выведнага ўпраўлення Міністэрства абароны Беларусі. Палкоўнік Алексей Дудыкін і Дмітрый Дунай прыбылі ў Варшаву ў так званую камандзіроўку, каб зачыць за беларускімі актывістамі ў Польшчы, сцвярджаюць аўтары расследавання. Варта адзначыць, што такія паездкі добра аплочваюцца, і калі шчадзіць, а ў справаздачы потым напісаць поўную суму, дык можна някепска зарабіць. Паводле Байпол менавіта гэтым і заняліся выведнікі, але тая эканомія сапсавала шпегам усю кар'еру. Вот такая на жизнь разведчика на службе у диктатора. Заработать честно и по совести не получается. Поэтому, кроме преступлений против собственного народа, приходится еще и на подобные финансовые махинации идти. Дудыкин и Дунай, вам перед самими собой-то не стыдно? Отбыв служебную командировку, эти горе-разведчики-комбинаторы, вспомнив, чему их учили на военно-дипломатическом факультете военной академии, покидать территорию Польши решили порознь. Тем, кто сегодня имеет возможность пересекать границу Беларуси, известно, с каким остервенением сотрудники таможенного комитета ищут у въезжающих в страну граждан иностранную валюту, а также заставляют декларировать даже незначительные суммы. Все дело в том, что режим панически боится ввоза в Беларусь денег для финансирования протестов. В эту ловушку и угодили Дудыкин и Дунай. Информация о сэкономленных деньгах налогоплательщиков, которые уже грели карманы недоразведчиков, дошла до руководства ГРУ. Данные суммы при пересечении границы горе-махинаторы не задекларировали. В результате с поличным были задержаны таможенной службой. Началось разбирательство. Пришлось признаться, что деньги сэкономлены, потому что не признаться было себе дороже. Выдвигалась даже версия о том, что сотрудники ГРУ были перекуплены польскими спецслужбами. К счастью для нас, эта история типична для всей системы, выстроенной диктатором. Главное для цепных псов Лукашенко не результат работы, а возможность урвать с хозяйского стола лишнюю кость, обмануть государство и набить собственный карман. Уже зараз з намі ў студыі падпалкоўнік Александр Азараў, ініцыятыва Байпол. Добрый вечер. Добрый вечер. Спадар Александр, Алексей Дудыкін і Дмітрый Дунай, выведнікі беларускія, прыехалі ў Варшаву. Падобна як Мішкін і Чепіга рабілі спецаперацыю ў Солсбері, каб атруціць Скрыпалей, аднак нашыя шпегі выконвалі іншую задачу. Якую? Ну, вообще они занимались разведкой. Они собирали информацию о лидерах оппозиции, которые находятся сейчас за границей. Як гэта можна? Ну, гэта ж можна, я так разумею, рабіць неяк дыстанцыйна, ці яны непасрэдна падыходзілі да лідараў апозіцыі ў Варшаве і размаўлялі з імі, ці ёсць такія сведчанні? Нет, такой информации нет, и не будут они этого делать, потому что сбор информации происходит скрытно. То есть это скрытое наблюдение. Они проводили такое наблюдение, как говорится, из-за угла, то есть из автомобиля, возможно, или находясь на каком-то далеком расстоянии, могли производить фотографирование объектов, а также проводить наблюдения, доводить эти объекты до места жительства или до места работы, чтобы установить, где люди работают либо живут. То есть это вот обычная работа наружного наблюдения в Беларуси, ДОРТ, о которой мы говорили. То есть они сейчас проводили то же самое за границей, что в принципе незаконно. Здесь не могут белорусские спецслужбы проводить какие-то оперативно-розыскные мероприятия. И в случае, если бы они были задержаны правоохранительными органами Польши, они бы были привлечены к уголовной ответственности. Ну, я не ведаю, што ім там здымаць на гэтых акцыях. Все можна паглядзець на Белсаце. Мы вельмі так шчыльна асвятляем усе падзеі, якія ладзяць беларусы тут у Варшаве. Вы таксама ў сваім расследаванні заўважаеце, што на гэтых акцыях могуць іншыя людзі прысутнічаць з камеры, здымаць, але гэта хіба што спецслужбы іншых краінаў. Ці варта вось асцерагацца гэтага, што хтосьці вас здымае на камеру падчас такіх акцыяў, як рэагаваць беларусам?
Вообще нам очень много приходит информации о том, что кто-то на акциях ходит за белорусами, значит, стоит рядом, как-то смотрит не так, либо фотографирует, либо сидит в машине. Все подозрительные Забирает. такие вот объекты высылаются нам. И мы общались с правоохранительными органами Польши, и нам пояснили, что поскольку белорусы находятся в опасности, они скрываются от режима здесь, то польское государство берет на себя обязанность помогать белорусам и охранять их. Соответственно, они сказали, что обязательно на каждой акции либо в местах скопления белорусов будут присутствовать польские спецслужбы именно для охраны. Поэтому не стоит бояться, если вы увидели подозрительного человека. Скорее всего, это как раз будет сотрудник спецслужбы местной, а не белорусской. Потому что белорусский сотрудник, он будет скрываться, он не будет открыто наблюдать или фотографировать. Он будет находиться где-то в стороне вот, и вести себя неподозрительно, чтобы люди не могли подумать, что он какой-то там агент. А як польскія спецслужбы ў такім выпадку мусяць рэагаваць вось на прысутнасць такіх людзей? Ці праводзяцца, магчыма, вось нейкія агляды такіх перад такімі акцыямі? Польские спецслужбы, они проводят такие же оперативно-розыскные мероприятия, как и наши в Беларуси, значит, в отношении лиц, которых они подозревают в сотрудничестве с органами безопасности Беларуси. То есть они проводят то же самое наружное наблюдение, значит, они могут проводить другие мероприятия, ну, не буду их разглашать. И, в принципе, даже если спросить польские спецслужбы, что они делают, они отвечать не будут, потому что эта информация закрытая, она секретная. То есть, ну, они работают, это однозначно, они работают в отношении вот этих лиц. И мы, как Байпол, вот продемонстрировали 2 человек, но мы знаем, что их гораздо больше, и мы за ними также наблюдаем и проводим какие-то свои мероприятия. А яны за вами назіраюць, так разумею. Они пытаются за нами наблюдать, но быстрее мы за ними наблюдаем. Мы их отслеживаем, начиная с момента пересечения границы и передвижения их по территории Польши. И мы отслеживаем их встречи, с кем они встречаются и где они вообще находятся. Также вот я знаю, что они могут присутствовать на акциях и делать фотографии для отчета. То есть они фотографируются на фоне людей. Желательно, чтобы лица людей попали в кадр. Просят кого-то сфотографировать их, чтобы побольше людей попало в кадр. Все это для отчета шлется в Беларусь. Они показывают, вот я выполняю работу, нахожусь. Господар Александра, вось Дудыкін і Дунай, вернемся да іх. Як такія людзі, якія служаць у 9-м аддзеле ГРУ, Мінабароны, увогуле трапляюць вот у Польшу, напрыклад, у Літву? Што за пашпарты, якая-то працэдура, чаму увогуле гэта нейкім чынам не адсочваецца? А вообще вот один въехал по паспорту белорусскому, по обычному, С визой, гражданскому, да. А второй въезжал по дипломатическому паспорту. Мы это отследили. Вообще, они должны по правилам въезжать по документам прикрытия, чтобы никто их не отследил. Вот. Но поскольку белорусские органы, они уже потеряли профессионализм, а может, у него и не было у внешней разведки, они въезжали по своим документам обычным. То есть мы отследили, что это их личные документы, что нонсенс для других каких-то аналогичных структур за границей. Глядзіце, вось гэтая гісторыя з грашыма. Ім вылучаюць там по $150 на жытло на суткі і $65 гэта ну, таких званых сутачных, так, у сотні. То бок, ну, досыць такая прылічная сума, можна сказаць, больш за $200, якую можна адшчадзіць. Пра што гэта гаворыць? Чаму гэтыя людзі ўсё ж такі, ну, вот, вырашаюць на такую мэту, як бы сэканоміць грошы нават у такіх вось спецзаданнях за мяжой? Вообще сумма очень большая. Если умножить на 30 суток их нахождения здесь, то выходит приличная сумма, и которую в Беларуси просто так ты не заработаешь в такой короткий промежуток времени. Но, как повелось, наверное, любой правоохранитель, так называемый, и если раньше даже ездил за границу, он пытался сэкономить что-то, чтобы привезти домой. Потому что деньги выдавались командировочные, ну, большие по сравнению с зарплатами. И это такая вот традиция в правоохранительной системе Беларуси. Все хотят поехать за границу и сэкономить большую сумму и вернуться. Они там и не ходят и есть даже зачастую, и голодают там, и как-то стараются вести вообще такой образ жизни, чтобы ничего не потратить там, вот.
и привезти домой. Но это говорит о том, что у нас сотрудники зарабатывают очень мало, и поэтому они вынуждены так себя вести. То есть вынуждены зарабатывать как могут. Ну, это, конечно, стыдно. Стыдно, и в Новой Беларуси, я думаю, такого не будет. Спаліліся яны на мяжы. Няўжо людзі, якія працуюць у 9-м аддзеле ГРУ Мінабароны, не ведалі пра тое, што дэклараваць гэтую суму варта пры ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. На што спадзяваліся? Чему так глупо вышло, по сутности? Вообще сейчас в Беларуси таможенники, они трясут каждого въезжающего, а если он еще подозрителен по внешнему виду, они его отправляют на полный досмотр его и его автомобиля и вытрясают каждую копейку из его кармана. То есть власти боятся, что будут ввезены деньги, которые будут использоваться для финансирования протестов. Угу. Вот поэтому они проверяют каждого, и в принципе они даже на границе не должны говорить, что они сотрудники ГРУ. Это строго запрещено. Угу. Они едут под видом обычных граждан. Соответственно, они были там привлечены к ответственности, деньги были обнаружены, и вот таким образом закончился их карьерный рост. То есть они смогли сэкономить? Ну, точную сумму мы не знаем, но в связи с тем, что их понизили в должности и вообще перевели в подразделение, с которого они начинали службу, да, они там в районе 15-20 лет каждый прослужил. То есть их вернули туда, где они начинали 20 лет назад. То есть понимаете, что они такое сделали для режима, что так их наказать. А вось зараз яны вярнуліся, нафатаграфавалі яны там актывістаў у Варшаве на акцыях. Магчыма, прасачылі адрес, дзе жыве хтосьці з лідараў апазіцыі беларускай тут, у польскай сталіцы. Ну і што з гэтым рабіць? Ну вот ёсць нейкія ідэнтыфікаваныя асобы, так? Як гэта дадзеныя пазней выкарыстоўваюцца? Вообще хочу сказать, что они за всеми следить не могут. По информации польского государства, только 25 тысяч белорусов получило гуманитарные визы. Вот, то есть 25 тысяч они уследить не могут. Они следят только за лидерами определенными. Да? У нас есть информация, что они следят в Варшаве конкретно за Байполом и за Павлом Латушкой. Вот. То есть они будут следить только за самыми важными объектами. Но их как раз задача установить место работы, место проживания и маршрут передвижения, чтобы, возможно, это использовать, уже передать дальше другим группам. Но реально мы находимся под охраной, под вооруженной, значит, и нам это не страшно. То есть это они рискуют очень сильно. Если они будут задержаны за этой работой, они могут получить здесь огромные сроки, вплоть до пожизненного, и остаться здесь. Поэтому они так выполняют свою работу. Затрымаць нікога не могуць, толькі зрабіць фотачак і відэа, а тым часам затрыманні у Беларусі працягваецца. Стала вядома, што сёння быў затрыманы 45-гадовы жыхар Менску. Мужчыну вінавацяць у падрыве міліцэйскага аўтамабіля ў ноч з 7 на 8 студзеня. Пры дапамозе самаробнай выбухной прылады. Супраць яго заявілі крымінальную справу. Давайте паглядзім відэа, якое представила громадскости Министерство внутренних справ. В ночь 7 на 8 января сего года с использованием самодельного взрывного устройства совершен подрыв служебного автомобиля у здания Центрального РОВД по улице Орловской в городе Минске. Незамедлительно возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников ГУР МВД, ГУВД Мингорисполкома, Центрального РОВД города Минска и УСК по городу Минску. Уже 11 января сыщики вышли на след преступника, который с применением мер конспирации перемещался к месту преступления и обратно. Подозреваемым оказался 45-летний безработный минчанин, проживающий неподалеку. Спадар Александра, ну ось досыць хутка знаходзяць людзей у Беларусі. Нам жа ж, напрыклад, прыватнасці ініцыятыве Байпол распазнаць, хто чыніць вось гэтыя злачынствы ад імя Лукашэнкі, досыць цяжка. Чаму? Таму што гэтыя людзі хаваюцца пад балаклавамі, таму што гэтыя людзі сохраняюць увесь час, захоўваюць ананімнасць. Аднак зараз стала вядома пра сістэму распазнавання твараў. Як яна дзейнічае? Расповедите, коль ласка, про это. Но мы разрабатывали эту систему несколько месяцев, даже до полугода, возможно, примерно. Совместно у нас есть даже киберотдел, мы создали недавно киберотдел, который достаточно многочислен. При Байполе? Да, при Байполе. Значит, и кроме того, мы в этом направлении сотрудничаем с частной компанией.
вот, и использовали деньги, которые нам граждане присылают в качестве донатов для борьбы с режимом, для создания вот этой системы. Она уникальная, такой системы нет нигде, ее невозможно купить на рынке, вот она разработана только для нас. Вот мы имеем возможность, мы имеем несколько миллионов фотографий белорусских граждан, с помощью которых мы можем идентифицировать людей, в том числе и в балаклавах. Вот мы объявили о том, чтобы нам граждане присылали фотографии и видео, которые у них есть, преступников в погонах, и вот уже второй день нам эти фотографии присылаются. Мы их будем аккумулировать на отдельном сервере и, в принципе, даже будем распознавать и делать какие-то расследования на самых интересных каких-то преступлений и выдавать уже в эфир. У тым ліку кіберпартызаны абяцалі деанімізаваць гэтых асобаў, гэтых беларускіх вайскоўцаў, якія ад місіі АДКБ паляцелі ў Казахстан. Наколькі это вот цяжка будзе зрабіць, ці гэтая сістэма ўсё ж таки дапаможа? Но мы вот на примере этого видео установили нескольких сотрудников, значит, и в принципе, мы согласны с киберпартизанами, нужно всех устанавливать. Это на граждан влияет, вернее, не на граждан, а со сотрудников в большей степени. Зная, что их опознают, они будут бояться совершать преступления. Вот, а теперь мы можем раскрыть преступления, как говорится, прошлых лет. Все, что было совершено в августе и позже, вот все это будет раскрыто, запечатлено и зафиксировано, и будет использовано в последующем для привлечения этих лиц к уголовной ответственности в Новой Беларуси. Ці вам вядома ўжо пра рэакцыю сілавікоў вось на з'яўленне інфармацыі аб гэтай сістэме распазнавання твараў? Ці, магчыма, напэўна, сілавікі ў Беларусі прыдумаюць, што гэта ўсё не дзейнічае, што байпол гэта таксама арганізацыя, якая не здольная зрабіць такога кшталту? Но мы знаем, что они были в шоке, это даже сказать мягко в шоке. Они целый день находились в таком состоянии стрессовом во всех органах, учреждениях правоохранительных, проводились срочные экстренные совещания, и высказалось такое мнение, что у байпола средств больше, чем вообще у правоохранительной системы Беларуси. Как это такое может быть? То есть там идут сейчас такие серьезные разбирательства по этому поводу, вот, и, возможно, будут какие-то смещения даже в должностях людей. Але што могуць супрацьстаяць вам, як вось структура, якая дзейнічае за мяжой і правяла ўжо вялікую колькасць расследаванняў, якія могуць укладацца ўвогуле ў новую рэчаіснасць і крымінальныя справы, так, якія адпаведна будуць раскрытыя пасля таго, як Лукашенко сыдзе. Што яны могуць вам супрацьставіць гэтым чынам? Ці ёсць нейкія козыры? Конечно, нет у них никаких козырей. Они только смогут заниматься пропагандой, показывать какие-то фейковые видео задержаний или создавать какие-то передачи, записывать. Только пропаганда, ложь, все на этом. Спадар Александр, таксама вось у гэтых памыйных тэлеграм-каналах лукашэнкаўскіх з'явілася інфармацыя, што затрымлівалі людзей, якія далучыліся да плану перамога. Што можете про это сказать? Но это очередной фейк, и я хочу сказать, что никого не задерживали, и вероятнее всего, по нашим размышлениям, это люди, которые записались в этот фейковый бот Перамога, который они создали сами специально как наживка. И кто туда записался, они там давали им какие-то задания, а потом людей задерживали. То есть, в принципе, по закону это незаконно, это провокация, и люди уголовной ответственности не подлежат. А наоборот, подлежат ответственности те, кто эту провокацию совершил. У якім зараз стане ўвогуле знаходзіцца гэты план? Што новага можете сказаць? Перамога? План развивается. Мы сроков не называем, конечно. Все зависит не от нас, а от белорусов внутри страны и от каких-то событий, которые могут произойти, всколыхнуть население белорусское. Вот мы работаем, мы готовим людей, мы приобретаем определенное имущество необходимое, консультируем, общаемся с людьми. Вот недавно было мое видео по ОНТ показывали, где я общался с человеком. Вот, то есть таким образом проводятся разведопросы, то есть я либо кто-то другой, мы общаемся с гражданами, выясняем, что они могут делать, где они работают, служили они там, не служили, чтобы понять, куда поместить их, в какое место нашего плана. Вот, поэтому
работа идет, и мы движемся. Вот мы в связи с Казахстаном приняли как меры и изменили немного наш план. Он будет направлен как раз на противодействие силам ОДКБ, так называемого, если они будут поступят так же, как в Казахстане, будут направляться в нас. То есть мы признаем их официально оккупантами и будем поступать с ними, как с оккупантами поступали наши предки, в том числе и в годы Второй мировой войны. Александр Азаров, ініцыятыва Байпол. Дзякуй вялікі за гэтую размову.